сожалению, вынужден вам напомнить эти цифры. В период между двумя переписями число лиц, владеющих татарским языком, в России сократилось более чем на 1 миллион человек. В 2010-м татарским владели 4 миллиона 280 тысяч, а в 2021-м 3 миллиона 261 тысяча. Напомню, татар в России осталось 4 миллиона 700 тысяч. Простой арифметический подсчет показывает, если темпы сокращения владеющих татарским языком сохранятся, через 45 лет татарского языка не будет совсем. Пока жива деревня, язык еще худо-бедно воспроизводится. Но урбанизация неотвратима. Деревень будет становиться с каждым годом все меньше. А значит, необходимо, чтобы татарский язык сохранялся в городах, где отсутствует языковая среда и очень сильны процессы ассимиляции. Единственные лакуны, где возможно сбережение языка в городских агломерациях, это, простите за очевидную мысль, семья и школа. А теперь прошу вас набраться терпения. Я собираюсь ознакомить вас с данными по новым школам, открытым в Татарстане. Эти данные прозвучали на заседании Комитета по образованию, культуре и национальным вопросам Государственного совета Республики Татарстан в ходе обсуждения отчета правительства. Из большого списка я взял данные только за 2 года. Итак, в 2021 году открытый многопрофильный лицей номер 11, Советский район Казани, 929 детей, 35 классов. Из них 0 с обучением на родном языке. Многопрофильная гимназия номер 189, Заман, Салават-Купыре, Казань, на 726 детей. 0 классов с обучением на родном языке. Гимназия номер 14, Набережные Челны, 1074 ученика, 38 классов, 0 с обучением на татарском языке. Полилингвальная гимназия номер 59, Адымнар Челны, город Набережные Челны, 593 ученика, 24 класса, 0 классов с обучением на родном языке. Вы не ослышались? Это в полилингвальной школе, которая создана для сохранения родного языка. Нет классов с обучением на родном языке. Полная подмена, извращение духа и смысла полилингвальных школ. Идем дальше. В 2022 году были открыты школа на 1224 места в микрорайоне Мирный, Зеленодольска. Из 8 первых классов 0 с обучением на татарском языке. Школа на 950 мест в Нижнекамске. Из 9 первых классов 1 с татарским языком обучения. Школа на 1224 места Адымнар в Альметьевске. Из 6 первых классов всего 1 класс Салят с татарским языком обучения. Школа на 1501 место номер 62 в Набережных Челнах. Из 11 первых классов 2 с татарским языком обучения. Есть и положительный пример. В 2022 году была открыта школа Адымнар в Нижнекамске на 1224 места, где все 4 первых класса с татарским языком обучения. Единичные положительные примеры, увы, не меняют картину. В новых школах Татарстана, особенно в крупных городах, все меньше и меньше татарских классов. И зачем нам искать внешних недоброжелателей, врагов? Мы сами своими руками закапываем родной татарский язык. И скоро он действительно превратится в ископаемое. Кто виноват? Министерство образования. Но не могу в него бросить камень. Школы-то у нас ближе к муниципалитетам. Ладно, значит, виноваты глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, глава Челнов Наиль Магдеев, глава Нижнекамска Рамиль Мулин, глава Зеленодольска Михаил Афанасьев. Опять же нет. Достойные люди, патриоты, искренние родители своего народа. Ну, скажут, родители не хотят, ЕГЭ нужно сдавать. Тоже, с одной стороны, правда. А с другой, знаем множество родителей, которые хотят учить детей татарскому, но по разным причинам не могут. Значит, нам нужно согласиться с пассионарной теорией этногенеза Льва Гумилева и признать, что у нашего народа, у татарской нации нет внутренней энергии развития, нет сил и желания защитить себя от вымирания. Неужели это правда, спрашиваю я себя, и не могу ответить честно, даже себе. Эльзира Юзаева продолжит.
То, что нематериальное духовное наследие является важной частью патриотического воспитания, придумано отнюдь не нами. В 70-е годы прошлого столетия в деревне Бегишево, в одной из самых крупных на тот момент деревенских школ Заинского района, силами педагогов и учащихся открывают краеведческий музей. Исторические артефакты, найденные на этой территории, впоследствии стали наглядным доказательством многовековой истории этого края, уходящей в эпоху аж Средневековья, в древнее булгарское государство. Согласно архивным данным, уже в 1826 году в деревне Бегишево была построена мечеть, при которой в начале 19 века даже работала медресе. Деньги на строительство этого медресе, говорят, пожертвовал Ахмед Хусаинов. Да-да, именно тот Хусаинов, что построил свыше 300 медресе по всей России в местах компактного проживания татар, в том числе и знаменитое учебное заведение в Оренбурге медресе Хусайние. Имамом, ахуном и мударисом, то есть учителем в Бегишево, служил Султанбек, сын Сагындыка, далекий прадед известного политолога и общественного деятеля Файзрахмана Султанбекова и его не менее знаменитого сына, историка Булата Султанбекова. У меня есть одно прямое доказательство. Один житель соседней деревни всегда говорил: Бегишево – это край просвещения. Как только приезжаешь сюда, душа поет. В советские годы в медресе, которое к тому времени было преобразовано уже в среднюю школу, посещали известные писатели Аяз Гилязов и Рабит Батулла. В середине прошлого столетия в Бегишево, которое переживало демографический рост населения, было построено новое здание школы, рассчитанное на 600 человек. Это было самое бурное время, связанное с мощным прогрессом во всех сферах науки и просвещения, сельского хозяйства и промышленности. Школа не раз становилась лучшим учебным заведением Татарии. В Бегишево работал даже интернат для детей-сирот, многие из которых именно здесь получили лучшее образование и путевку в жизнь. Сегодня только историки могут вам рассказать о тех временах, которые давно уже канули в лету. При слове Бегишево в память врезается отнюдь не просвещение дух, а Нижнекамский аэропорт, который не исключено, что получил название благодаря именно этой исторической эпопее. В школе сегодня обучается около 30 человек из нескольких деревень, но даже сюда крадется все ближе и ближе глобализации тень. Вот мы живем рядом со школой, которая, как известно, дала столько ученых, писателей, и все время слышим, как дети, возвращаясь со школы, говорят не на родном языке. Это словно нож в сердце. Может ли сегодня национальное образование развиваться и подпитываться только за счет оставшегося в таком незавидном положении народного наследства? Вопрос весьма риторический, и связан он в первую очередь с развитием аграрной отрасли. Пока деревни не поднимутся с колен, пока роль сельского хозяйства не станет превалирующей во внутренней политике государства, пока не придет осмысление его стратегического преимущества, население сельских территорий будет стремительно стареть и убывать в большие города. Сегодня в Татарстане, по официальным данным, свыше 600 школ. Это школы с родным языком обучения и воспитания. Большая часть этих школ – это малочисленные учебные заведения, которые доживают свой последний век. Следующая школа у нас «Земля». Пропущена буква. Повторяем. Как говорил Михаил Ломоносов, если где-то убыло, значит где-то прибыло. За последние несколько лет крупные города и районные центры Татарстана переживают самый настоящий строительный бум. Строятся новые микрорайоны, новые комплексы, школы, детские сады, современные учебные здания. Это вам не крылечко, два окна, огромные территории, необъятные площади с вместимостью несколько тысяч учащихся. Есть информация по школам Казани и Челны, введенных в 19-21 годах. 70 первых классов сформировалось. Из них всего один класс с татарским языком обучения. Это в Салават-Купре. От 70 первых классов. Даже в набережных Челнах, введенный Адамнар, там не был сформирован класс с татарским языком обучения. Называется Адамнар. В 1922 году Зеленодольск, Мирный, 8 первых классов, это новая школа введенная, татарского класса обучения нет. Нижнекамск, введенная новая школа, 9 первых классов, 1 класс с татарским языком от 9.
Альметьевск, Адамна, 6 первых классов сформировано, всего 1 класс с татарским языком обучения. Набережные Челны 11 первых класс комплектов и татарским языком обучения 2. Практически в каждой школе новостройки есть класс с татарским языком воспитания. Но никакие мероприятия, конкурсы стихов и народных танцев, в которые обычно вовлечены пара-тройка детей, никогда не заменят обучение на родном языке. Хотя бы в начальной школе, хотя бы в нескольких классах с преподаванием на татарском языке хотя бы нескольких предметов. Не ищите причины, ищите возможности. В федеральном законе об образовании есть рабочие планы, учебные варианты для школ с родным языком обучения. Нужно только желание родителей, намерение администрации школы и хотя бы немного вовлеченности в этот процесс со стороны руководящих ведомств. Министерство образования успокаивает себя там количеством школ национального образования, в которых там по 30, по 15 детей обучаются. Не там у нас резерв. Нам нечего делать в деревнях, там нет уже молодежи. У нас в пригороде и в крупных городах. Давайте мы эту работу не отдадим просто муниципалам и самим родителям. Министерство образования должно активно вовлекаться в эту работу. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомеду. Нельзя прогресс остановить, отрицать, запретить. Если меняется ход истории, то нужно менять уклад жизни. Мудрость, которая тоже, увы, придумана не нами. Ильзира Юзаева, 7 дней. Вы знаете, один директор школы мне все объяснил. Если в полилингвальную школу дети набираются по территориальному принципу, она превращается в обычную среднюю школу для конкретного микрорайона. То есть рядом с полилингвальной школой нужно строить обычное общеобразовательное учреждение. Тогда в полилингвальный комплекс можно осуществлять специальный набор детей, желающих учиться на родном языке. Простите, а кто нам мешает? Да никто. Поддержка татарского национального образования, поддержка учителей, обеспечивающих национальное образование, дополнительная поддержка многодетных семей. Других приоритетов и возможностей у нас нет. Должны быть специализированные элитные школы для одаренных детей, система подготовки национальной элиты, свой царскосельский лицей, если хотите, в тех же Сабах, где будут воспитываться будущие татарские Пушкины и Ломоносовы. Только нам проснуться надо, осознать масштаб проблемы, обсудить ее в научных кругах, татарских общественных организациях и работать на будущее своего народа и сохранение родного языка.